Заурбек Сидаков – действующий чемпион мира по борьбе, молодой и голодный до побед спортсмен. Говорит, что несколько раз выходил на схватки с травмой. Своей самой ценной наградой пока называет золото чемпионата мира. Теперь стремится к победе на Олимпиаде. Был ли в вашей карьере случай, когда вас откровенно засудили? Были такие случаи. Чаще всего по юношам, когда еще боролся, тогда случались. Сейчас практически не бывает такого. Если жить не в Осетии, то где? Только в Осетии. Ваше самое необычное увлечение? Самое обычное увлечение – это после тренировки просто поспать, отдохнуть и я не знаю даже. Если бы вы могли стать невидимкой, куда бы пошли? Невидимкой? Никуда, зачем куда-то идти, что-то видеть? Нет, никуда. В каких видах спорта, кроме борьбы, вы себя пробовали? Ну, в детстве я хотел на карате пойти, а там, не знаю, я в детстве часто дрался, хотел, там, ногами махался. Но в Исламе у нас там секция вольной борьбы как бы развита, и вот туда пошли с другом. И вот там и остались. Спортсмен, с которым вы хотели бы провести схватку? Я со многими хочу. Да, со Сланом Рамоном, там, Давид Баев, у нас много хороших. И вот приятно бывает с ними работать, когда и оппонент тоже атакует, борется. Если после схватки не устанешь, это что такое? Какие ощущения, когда приходится выходить на ковер против своего земляка? Когда уже на ковер человек выходит, там уже человек настраивается, и, как говорится, это мой хлеб, и уже на ковре становимся врагами, а за ковром друзьями. Мы также общаемся. Вы суеверны? В какие приметы вы верите? Приметы? Ну, когда на ковер выхожу, я именно правой ногой шагаю. Приходилось ли когда-нибудь плакать из-за поражений? Да, бывали такие моменты, конечно. Конечно, человек очень много работал, и бывали такие поражения, которые вот человек должен был выиграть, и настраивался только на победу и проигрывал. После этого, конечно, человек так где-нибудь угол находил и там сидел. И Ваше коронное блюдо? максимум могу себе чай приготовить. Приходилось ли вам выходить на схватку с травмой? Часто приходилось. И на чемпионате России в прошлом году я с сломанными ребрами. Потом еще после травмы боролся на гусарских. Самая ценная медаль в вашей коллекции? Пока что чемпионат мира. И пояс, и медали, вот, они самые вот, такие ценные. Что чувствуете, когда вы ходите на схватку с соперником, за которым до этого наблюдали лишь по телевизору? Это здорово бывает, конечно. Мне это нравится. Человек по-другому настраивается. Мне как бы с ведущими борцами легче бороться. Вот. Конечно, человек настраивается по-другому, и мне легче бывает. И, конечно, это праздник. Хотели бы вы, чтобы о вас написали книгу? Пока что нет, пока недостаточно всего выиграл, так что пока не стоит этого. Когда пришло осознание, что вы чемпион мира? Когда вот руку подняли, когда вот свисток прозвучал на ковре, уже понял. Ощущения непередаваемые, конечно, я просто лег на ковер и думал, вот к чему я стремился, шел вот эти все годы, вот, достичь, пока смог, и дальше там, еще есть вершина Олимпийские игры, и вот к этому стремлюсь пока что. Поехали бы на Олимпиаду под нейтральным флагом? Не дай бог, ну, конечно, поехал. А что? Это Олимпийские игры, это Бог дает там. Не каждому это дает. Если был вот такой шанс, конечно, поехал. Первый человек, которому вы звоните после турниров? Конечно же, маме. Ну, просто звоню и первое, что спрашиваю, как дела у вас. И она сразу же поздравляет. Совет, который бы вы дали молодым спортсменам? Конечно же, маленьким вот все дается, и энергия, все бывает, и побольше тренироваться, слушать своих родителей, и всем удачи.